У студентов пожарно-спасательного колледжа ответственная пора. Они проходят итоговую аттестацию. На так называемом демонстрационном экзамене побывал наш корреспондент и расскажет, как он прошел. Эту вышку высотой в 14 метров Абубакар Арапиев покоряет уверенно, но аккуратно. Здесь, на площадке «Траверс-спуск», разворачивается настоящая спасательная операция. Цепляя карабин на крепление, при этом комментируя экспертам для записи все свои действия, он шаг за шагом поэтапно приближается к сдаче демонстрационного экзамена. Студент третьего курса по специальности «Спасатель в чрезвычайной ситуации» признается, поначалу высоты боялся, уже потом, после практических занятий, страх вовсе исчез. Если, например, в другом месте есть пожар, невозможно подняться. Вот по этой линии поднимаемся, и мы туда перестегиваемся уже. Это десантер у нас с этой страховкой. Это осаплук, страховка. Когда спускаешься, если это называется усы, так сказать. Ну, страховка это тоже. Третий курс, группа защиты в чрезвычайных ситуациях, сегодня сдает демонстративный экзамен на 7 площадках колледжа по всем направлениям. Это выполнение аварийно-спасательных работ при ДТП или при завалах, оказание первой доврачебной медицинской помощи, а также сердечно-легочная реанимация пострадавшего, норматив которого сдает на тренажере Хашбекар Бачалов. По его словам, карантинные меры и вследствие отсутствия практических занятий чуть не сказались отрицательно. И тем не менее, с заданием справился на отлично. До карантина мы готовились хорошо, но с наступлением карантина определенно по 5 человек, тренировка жая, Отделение надевания боевой одежды пожарного приступить. На счету каждая секунда. В условном месте произошло возгорание. Отделение из 3 человек надевает боевую одежду пожарного. У них максимум 29 секунд на полное обмундирование. А это шлем, куртка, брюки, пояс, который, если и схож с обычным, то только своим названием. Далее спасательный карабин, топор, берцы и так называемые краги. Преподаватель по тактике тушения пожаров Руслан Гамкартиев остался довольным результатом своих подопечных. В принципе, трудностей к этому экзамену не было, потому что наши студенты регулярно проводят тренировки по этим дисциплинам, по тактике тушения пожара, по надеванию боевой одежды пожарного. И единственный момент нам помешала, соответственно, самоизоляция, но из-за того, что студенты были подготовлены, экзамен проходит в нормальном режиме. И трудностей как таковых не ожидалось, и у нас есть соответствующее оборудование, студенты имеют знания, и в принципе можно сказать, что экзамен проходит на хорошо. Демонстрационный экзамен по компетенции спасательной работы. Сегодня все 28 человек отстаивали свое право называться спасателями по стандартам WorldSkills, который активно развивается по всей России. В дальнейшем это студентам даст положительную динамику и положительные возможности даст для устройства на работу и дальнейшего развития своей данной специальности. Учебно-тренировочные комплексы, расположенные вокруг пожарно-спасательного колледжа, воссоздают возможные варианты чрезвычайных ситуаций, какие нередко случаются и в нашем регионе. Все это вкупе позволяет сегодня еще студентам стать бесценными кадрами завтра. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.